посмотрел ваш фильм, удивительный совершенно, который удивил меня в первую очередь культурой проживания в кадре героев, их удивительный русский язык, удивительная культура русского языка. Не всякий русский говорит на таком русском языке, с таким разнообразием терминов и с такой культурой, и с такой лаконичностью и краткостью, как ваши герои. И простые женщины, и мужчины из политического авангарда народа. И, конечно, это удивительно. Конечно, это удивительно. И я согласился, потому что я увидел в этом признаки реально существующей человеческой культуры, реально существующего высокого очень уровня способности людей, способности к социальному, политическому, национальному анализу. Это показалось мне чрезвычайно важным. На Кавказе это не всегда так бывает. И не у всех народов на Кавказе есть вот такой удивительный какой-то вот эта культура. И культура общения в том числе. И культура политического общения в том числе. Для меня долгое время все же было трудно отличимое такие понятия, как ингушский народ, чеченский народ. Меня всегда убеждали, что это один народ, что это родственные языки, абсолютно родственная судьба, абсолютно родственная предрасположенность какая-то, к агрессивности, к динамизму, к такому. И то, что я увидел в вашей картине, является для меня открытием. Даже для меня, для человека, который, вот вы знаете, у меня курс был в Кабардино-Балкарии, и я как-то очень прикипел к ребятам, к моим. И много общался с молодежью на Северном Кавказе. Они меня многому научили, я попытался чему-то их научить. И в итоге сформировался этот интерес к нашему возможному разговору. Я, правда, не знаю, насколько я могу быть вам полезен и насколько я компетентен в тех вопросах, которые вы хотели обсуждать. Знаю ли я некоторые детали, понимаю ли я некоторые мотивации. И я бы, конечно, хотел тоньше понять, как-то глубже понять, что происходит. Что вот так и происходит. Вы следили же за ситуацией хотя бы в общем? Да, в общем следил, и должен сказать, что я с каким-то очень благоприятным чувством встретил информацию о том, что Евкуров стал главой республики. У меня не было надежд на то, что изменится жизнь народа, потому что на Кавказе надо не боевой дух поднимать, а надо заниматься хозяйством, экономикой, и надо осмыслять, что вообще из себя представляет с точки зрения экономических реалий вот этот уклад жизни общинный, да, как бы традиционный. А с другой стороны, то, что называется эволюцией экономики и социальной жизни, которая коснулась молодой части населения нашего большой федерации российской и в какой-то степени коснулась ребят на Кавказе. Не в полной мере, наверное. Вот. И я понимал, что чем дольше Евкуров будет во главе, при всех надеждах и при всем огромном к нему уважении, но тем больше проблем будут появляться. Потому что именно
пробуждения экономической инициативы и обнаружения вообще экономических способностей народа в нынешних условиях является, конечно, главной задачей власти. Не насыщение региона оружием, не там раздача угрозы по всему миру, что вот мы приедем, достанем вас где угодно, а именно вот созидание экономическое, хозяйственное. Но, как, наверное, и у вас, с чьей-то стороны также, видите, и у меня не оправдалась эта надежда, что как представление об офицере во главе экономической структуры, республика это в первую очередь экономическая структура, что она преобразует жизнь народа. Ну, видимо, у него не хватило ни, так сказать, образования, ни навыка, ни знания, ни мужества постоянно и систематически отстаивать и сопротивляться. Многое происходит не очень благополучно, скажем так, потому что забыли о молодежи. А само среднее и старшее поколение ингушское, оно забыло о том, что главная задача этого поколения не уберечь территорию и не, так сказать, сохранять какие-то устои национальные, которые будут сохраняться без их усилий, а добиться, чтобы уровень культуры социальной, личностной, уровень и качество образованности девушек и молодых людей в Ингушетии был бы очень высоким. Это единственный шанс, единственная гарантия в будущем не только в воссоздании государственности, если нынешнее не очень подходит, но и в неизбежном улучшении жизни народа, потому что образованные люди, просвещенные люди, они найдут выход из ситуации даже тяжелой политической. И Кавказские республики всегда проигрывали вот это вот эволюционное вот это соревнование, если угодно. Ну, как мне кажется. Опять говоришь, может быть, я могу ошибаться, я ведь многого не знаю, конечно. Всегда проигрывали именно уровнем качества образования и качества просвещенности такой. Я не знаю, так ли это, но бывая у кого-то дома, скажем так, в других Кавказских республиках, да, даже если родители очень образованные люди, я почти не видел домашних библиотек. Что сопровождает так или иначе жизнь молодого человека или девушки вот в северо-западном регионе, там, в Сибири, там даже иногда и на юге, в южных провинциях России, это то, что есть в библиотеке, есть какой-то уровень вот этой вот чтецкой культуры. Вот. И меня всегда печалило, что я практически не видел нигде этого в республиках. И я понимал, что площадка просто горизонтальная, но она ничем не занята, она уровень культуры, качество образования, качество культуры. Понимаете? Я сейчас, может быть, я ушел сейчас немножко дальше от темы вопроса и от вопросов, которые хотели бы мне задать, но я просто хочу сказать сразу, что мое внимание обычно в таких вот проблемах, даже и политических, экономических, занимает в первую очередь судьба молодого населения, народа, и направленность народа на понимает ли сам народ, что происходит и что нужно молодому человеку или девушке в наше время. То, к чему вы сейчас приблизились, это именно корень всего, на чем стоят эти проблемы. Почему так можно там поступать властям с населением, именно поэтому. Но у меня вопрос. Вот в тех условиях, в которых мы находимся все время. Все время или сегодня? Все время. На протяжении 20 века невозможно было иметь библиотеки. Что такое депортация?
Архангельская область, Мурманская область, север России, который живет катастрофически хуже, чем Кавказ весь, который так иначе обласкан, конечно, климатом и прочее. В России большая часть населения, ну, скажем так, русского живет в очень тяжелых условиях, крайне тяжелых условиях. Я, кстати, хочу сказать, раз вы это вот заговорили, видимо, мотивация сложной жизни, но ведь сталинская политика, она коснулась и русского населения, и русской интеллигенции, которая пострадала страшным образом, потому что если в России вершина цивилизации русской, если она существует, если так можно говорить, да, она вся вот в этом изысканности вот этого образованного, интеллигентного человека, в количестве этих людей, в качестве образования, которое, да, у них есть. Ведь Россия страна большая, и так называемые русские люди живут и в Петербурге, и в Ленинградской области, в Москве, в Твери, в Томске, Омске, Новосибирске, Иркутске, Магадане, на Дальнем Востоке и так далее, и так далее, и так далее, да, разбросаны. И когда мы говорим вот об этих ужасающих сталинских годах, то не надо забывать, что при всем кошмаре и ужасе, которые претерпели народы на Кавказе, да, от сталинского давления не меньше претерпело бед и русское население. Не меньше, нисколько. Как вообще люди выжили в условиях вот этого депортации, одному Богу известно только. В русской части населения тоже миллионы людей сидели в лагерях, да? И я сейчас говорю о том, что вот, но тем не менее библиотеки были и сохранялись, и в семьях это было. Тут как бы сказать, чтобы никого не обидеть, просто и опять в сторону культуры все это как бы сбрасываем, да? Если есть укорененность какая-то культуры, да, то есть на кого опираться. Если укорененности в культуру, в цивилизованность, в образованности нет, то опираться не на кого. И в случае политического обострения арест 10 человек, 5 человек обезглавливает все сразу. Весь народ остается без кормчих. Весь народ сразу. И во многом сложность ситуации в Ингушетии, что народ не успел восстановиться, не успевает восстановиться сам по себе. Понимаете? Не успевает восстановиться. И здесь, конечно, много причин. Не успевает восстановиться, не успевает создать достаточное количество вот таких хороших, серьезно образованных людей, среди которых пусть 20%, пусть 15% вдруг появляются выдающиеся люди, а люди всегда выдающийся человек – это человек высокой культуры, профессиональной, высокого образования, по крайней мере, во всем мире так принято. Не тот, кто имеет огромную власть, да, выдающийся человек, а тот, кто имеет базовые высокие и профессиональные навыки. Вот, как мне кажется, большая проблема практической жизни и преодоления нынешних сложностей в ингушском, в жизни ингушского народа именно в том, что очень мало этих людей. И не только тех, кто может что-то сказать на митинге, но и кто может сформулировать систематическую какую-то, если угодно, компромиссную программу. Ясную, простую, просто вот, что называется, как азбука. А это зависит, конечно, вот от того, как вообще, как все развивалось. Как все развивалось. Но я это говорю, сам удивляюсь этому, потому что, еще раз говорю, я смотрел ваш фильм, и я был в первую очередь поражен уровнем вот культуры, вот размышлений и блестящим, абсолютно удивительным владением русским языком. Если
ингушский язык так же развит, как в их устах русский язык, то я вас поздравляю. Но при всем при этом, почему так мало людей получили хорошее образование? Почему? Почему? Тысячи вопросов. За время существования советской власти, при всех проблемах, да, которые были, по крайней мере, когда вернулись уже на места люди, да, при всех проблемах, интуиция народа, она должна была подсказать в первую очередь: выталкивайте молодежь в образование. В первую очередь. У нас здесь также происходит сложнейшая политическая борьба. И на той территории, которая считается более благополучной, чем, например, Кавказ. Но нас спасает большое количество все же образованных людей, систематических образованных людей, которые могут формулировать понятия и могут формулировать какие-то задачи, которые, кстати, формулируют и в диалогах с президентом страны. Вот те шлюзы, которые были у остальных, у русских, у других, более больших народов, то эти шлюзы для нас совершенно были исключены, абсолютно. Потому что на страже того, чтобы не пропустить, например, чтобы мы могли зарастить своего режиссера, посредственность могла пройти, его брали. Ремесленников пропускали, а явно талант нет. Это была политика очень продолжительная. Ну, я согласен с вами только отчасти, потому что посмотрите, что с музыкантами кабардинскими. Да? Один из выдающихся дирижеров, кабардинец, руководит первым концертом симфоническим в нашей стране. Да? Другой человек с Кавказа, да? Главный дирижер и выдающийся дирижер, значит, Мариинского театра и так далее. Да? Значит, художники с кабардинцы, академики Российской академии художеств, преподают профессора в нашей академии художеств. Это тоже небольшие народы, да? Но там, где вот эта вот культурная база, где была какая-то тяга, да, все же в какой-то части народа к этой культурной базе, там все же выделялись эти люди, да, и складывалась их все же художественная какая-то судьба. Конечно, кинематографа не было на Кавказе. Но захотел же глава в Нальчике университета, значит, ректор университета уговаривал же меня 2 года, чтобы мы сделали то, чего нигде не делали. Я никогда не слышала из Назрани, ни из, кстати, Грозного, никогда никаких мотиваций художественного вот этой необходимости художественного развития, художественной энергетики. Я говорю о том, что вот, ну, на поверхности лежит. Конечно, вы все понимаете глубже, чем я. Но вот я говорю о том, что лежит на поверхности. Да? Все вот в большом, огромном государстве, все находятся в состоянии какого-то противодействия и борьбы. Русские вообще разбросаны на огромном расстоянии. Москва, Петербург, дальше Свердловск, города на расстоянии часовых поясов. Русских объединяет язык. У них есть литература, уже есть традиции. Значит, надо создавать. Дело в том, что ни кабардинцы, ни осетины не высылали. А у нас не было возможности даже газету на своем языке, газетку вот, читать. То, что лежит на поверхности, не согласиться с вами невозможно. То есть то, что может увидеть человек со стороны, вот то, что сегодня представляет культура национальная, вообще это проблемы всего Северного Кавказа, но там, где сохранялась государственность, а не так, как у нас упразднялась несколько раз. Да, с этим я согласен. Если за последние 30 лет уже в новой России, где не было уже, скажем, советской власти, но потом мы убедились, что она все-таки переросла в нечто другое, ведь в первую очередь убивали именно людей мыслящих, отстреливались люди, журналисты, которые пытались поднять те же вопросы, о которых вы сейчас говорите, то, что у нас самое больное, именно культура. Ведь нам государственность нужна для того, чтобы сохранить язык, народ,
территорию это уже вторично, потому что без территории не может быть языка, Да, да. где живут люди, где могут быть школы, где может быть все остальное. Я понимаю. Я понимаю также, что большая часть вопросов, которые вызывают сейчас вашу такую внутреннюю боль, это связано с действиями государства российского как такового. И что вы оказались в чрезвычайной зависимости от этого государства, которое не предлагает вам никакой альтернативы в решении этого вопроса. И, может быть, даже и не участвует, ну, так сказать, в разговоре, в обсуждении этих проблем. Но политические проблемы и в других частях России также не обсуждаются, как на Кавказе. Это такой период политический, я не знаю, исторический, как его назвать, когда этого диалога нет. Вот этого диалога нет, понимаете? Мы даже на уровне Совета по правам человека, в котором я состою, мы даже там не можем найти какое-то согласие по целому ряду вопросов. Я спрашивал в Совете, знаете ли вы, что происходит в Ингушетии? Да, мы знаем, да, наши члены Совета приезжали туда, да, мы знаем. Но никаких, так сказать, решений не принимается. Многие думают, что внутри кавказского общественного настроения или общественности существует некая свои сокрытые особенности, которые нам понять вот так, что называется, с разбегу невозможно. Большое число мнений, большая эмоциональность, разброс в социальной и политической культуре, да, и каждый так называемый русский, который вылезает в эту проблему, да, он может принести гораздо больше вреда, чем пользы, видимо. На первом занятии, когда только-только курс у нас образовался, мальчики, да, я сказал моим коллегам молодым, что мы вас не знаем. Вот я имею в виду кавказский этнос. Мы вас не знаем. Мы не знаем, какие у вас семьи. Мы не знаем, какие отношения у вас между отцом и матерью, между родителями. Да? Мы не знаем, какие взаимоотношения между братом и сестрой, как ведут себя сестры. Мы гораздо больше знаем, как ведут себя в семьях скандинавы, потому что был великий Бергман. Мы очень хорошо знаем, что такое семья итальянская, потому что была вот целая огромная масса художников, писателей, кинорежиссеров. Кавказ никак не открывался и никак о себе не заявлял. Понимаете, да? Также мы очень хорошо знаем немцев, природу европейскую и немецкую, даже семью немецкую мы знаем лучше, чем кавказские семьи. И я им сказал, давайте, показывайте с разных сторон себя, свою жизнь, свои семьи, свои отношения. Не влезайте пока в политическую сторону, политическую ткань, потому что она более сложна, да, она более многослойна, да, а просто вот про уклад жизни покажите нам, какие вы. Стоит вас бояться или нет? В чем есть проблема? В чем мы вас не понимаем? В чем вы нас не понимаете? Да? Вот хотя бы расскажите это. Отношение может быть вот такое дистанционное к ингушской ситуации, потому что мы вас не знаем. В России вас не знают. Вы, наверное, лучше знаете русских, чем русские знают вас. Понимаете? Поэтому посланий из ингушского общества, из ингушской культурной среды в адрес России ведь практически не было. Но если сажают в тюрьму того, кто проявился, вы их не увидите. Согласен. Если он говорит слово, вы не услышите. Если он нарисует картину, невозможно выставиться. Согласен. Как бы ни хотели, кто бы не хотел это все остановить, оно не останавливается, оно не останавливалось. Но чтобы это вышло, до вас дошло, до других дошло, нужно было, нужны были какие-то условия, у нас их нет. Сегодня люди говорят о том, что они хотят, чтобы их дети учились полноценно, что они хотят нормальной экономики. Они готовы еще многое выстрадать, но они не хотят быть унижены ложью. По сумме того, что вы сказали, поэтому они и выступили, что это уже наступил предел. И конечно, плохо, что люди, которым народ доверяет, оказались арестованными. Это неправильно, конечно. И
конечно, так не должно быть ни в коем случае. И если вы им верите, если вы верите, что они могут найти какие-то решения социальных и экономических вопросов, нужно, конечно, добиваться возвращения их на свободу. Надо, чтобы новый глава республики, на мой взгляд, под давлением общественного мнения добился выпуска всех на свободу в первую очередь. Потому что они люди и политически грамотные, политически авторитетные. И то, что они находятся в изоляции, ничего, кроме нового напряжения, не может вызвать. Вот кто в республике вообще может возвысить голос вообще? Ну, вот эти там 5 или 10 человек арестованы. А вот все время говорят, вот старейшины, вот старейшины, вот старейшины. Они могут прийти к нему и сказать, что вот есть, что необходимость сейчас наше спасение в стабилизации, да, в ситуации, что надо перестать преследовать этих людей, что мы их верили, мы им доверяли этим людям, да, и мы знаем, кто они такие, что они, может быть, даже должны войти в состав правительства и прочее, прочее. Кто-то должен возвысить свой голос, сконцентрировать эту идею способов или методов выхода из этого кризиса. Это же политический кризис. Обычно политический кризис с точки зрения грамотного политического поведения решается, когда встречаются разные стороны и вырабатывают какую-то методологию выхода из кризиса. А здесь, конечно, пока эти люди будут арестованы, пока не сменится руководство в МВД там, или так далее, то вряд ли что-то может измениться. Это один из важнейших шагов, потому что это в политике редко бывают ситуации тупиковые, бывает, но очень редко. Как правило, даже из ядерного кризиса можно найти выход, как в свое время Кеннеди с Хрущевым договорились и по кубинскому кризису. Казалось бы, это все тупик. И здесь тоже можно. Но тут, конечно, через освобождение тех людей, которым люди доверяли. Если все же оценивать общество ингушское как общинную какую-то жизнь, да, то освобождение абсолютно необходимо. Просто неосвобождение противоречит всем реально существующим, сложившимся традициям и так далее в обществе ингушском. Мне кажется, это прямой выход из этой ситуации. Но если назначен новый руководитель администрации в республике, у него наверняка есть какой-то карт-бланш, и он наделен какими-то, так сказать, особыми полномочиями, то вполне достаточно его вмешательства в эти все расследования, прекращение этого и так далее. Если он скажет по вертикали, что это решение вопроса, одно из решений вопросов. Власть всегда боится невротики. Тут надо за стол сесть и спокойно, логично, без каких-то интонаций попытаться поговорить. Бывает, что это не находит выхода никакого. Но если люди, которые прожили жизнь, да, старейшины, да, как говорится, найдут доводы, и они будут твердыми в своих точках зрения в разговоре с главой республики, да, то тогда, я думаю, это может быть решен вопрос. Они старейшины, они достоинство и совесть народа. Они, в конце концов, отвечают за это. Знаете, как мне кажется. Они отвечают в конце концов, в ситуации военной на территории чеченского сектора повинны не только ошибки государства российского, руководителей, да, и не только, в общем, глубочайшие, просто укорененные какие-то ошибки чеченского, там, цепочки какой-то лидеров, да,
но и людей старшего поколения, которое возбуждало и воодушевляло молодых на войну с Россией. Давайте одно, другое. Они принципиально не остановили это. У них маленький шанс, но был. Что угодно, но только не воевать. Что угодно, только не воевать. Понимаете? Но этого не было сделано, и пошло-поехало. Мне кажется, что сейчас для того, чтобы не сложилась ситуация гораздо более тяжелая или близкая к тому, что было в соседнем секторе, надо просто этим людям идти и все. Идти и все. И это старшее поколение, да, они должны понимать, они несут сейчас ответственность за то, что будет проходить с народом. Не новый назначенный администратор, не новый назначенный глава республики, а они. Потому что у политического взрыва есть точка, так сказать, непонятно, когда политическая граната, эта бомба взорвется, непонятно когда, но и непонятно, как тушить пожары, которые она будет вызывать. Поэтому лучше, чтобы этого не происходило. Лучше, чтобы этого не происходило, потому что если, видите ли, наверное, и Совет по правам человека вот при президенте, может быть, и какие-то общие федеральные газеты, которые могли бы об этом писать, включая там какие-то газеты, которые почему-то называют оппозиционными, там «Новая газета», там или телевизионные какие-то каналы, они, может быть, и писали бы об этом, может быть, они заговорили бы об этом громче, но они не понимают, а народ-то что сам думает. Вот народ-то сам, как сам, вот что? Потому что в чужой монастырь, как говорится по-русски, да, не входи со своим правилом в чужой монастырь, а народ-то сам как? Ну как это донести? Народ так говорит. Но... Я еще раз, я не могу советовать, находясь в Санкт-Петербурге и не зная многих нюансов, и не зная характера нового руководителя, догадываюсь поэтому, что он за человек, конечно, но не зная совершенно, но это еще раз говорю, что на мой взгляд, наверное, человека ошибающегося, да, это они должны просто встать и пойти к нему. Вот просто встать и пойти, и не уходить, пока не начнется спокойный разговор, сколько бы часов он ни продолжался. Но они должны прийти готовыми, с каким-то количеством абсолютно четких определенных позиций народа по поводу этой ситуации, по поводу экономики, по поводу прав человека, по поводу качества образования молодежи, да, по поводу развития, принципиальных основ развития городского, сельского населения, да, безусловно, по поводу последствий этих кошмарных этих ситуаций, которые были в Осетии. Это перечень вопросов, которые новый глава республики должен получить от них, когда он поймет, что с ним разговаривают люди, которые знают, о чем они говорят, они просто бунтуют. Многое может быть по-другому. Понимаете? Если те люди среднего возраста или молодые, которые оказались сейчас в заключении, они не побоялись рисковать и оказаться в этой ситуации, то вот уж совсем не должны бояться оказаться в тяжелой ситуации те люди, которых называют старейшинами, с вызовом всех необходимых на это людей из того же Совета по правам человека, это надо собирать серьезную какую-то акцию государственного масштаба, как мне кажется. Если Евкуров говорит, что он уходит, но он остается в помощь народу, то, естественно, надо привлечь его, надо привлечь к тому, чтобы он сделал какое-то заявление о реальности. Да? Он сейчас уже в распоряжении Министерства обороны, он будет один из высших чинов Министерства обороны, и заслуженно он все же солдат, настоящий солдат.
Как вам кажется, вот то, что Ингушетия выступила, и это услышали в целом по России, в других регионах, вообще поменялась общественная атмосфера в стране в целом? Повлияли вот эти события? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что эти события в цепочке прочих событий, которые в России имеют место, и в центральной России, и на севере России, и на Урале, и там, в Петербурге, и в Москве, политическая жизнь активная, и борьба политическая очень активная, и очень острая, на самом деле. И достоинство, если я смею так сказать, событий в Ингушетии в том, что они, во-первых, на самом деле обратили внимание на себя, ну, в общем, практически у значительной части населения страны, потому что, в отличие от многих гражданских каких-то протестных акций, все же ситуация в Ингушетии, она вызвала интерес и, ну, всех средств массовой информации, первого уровня даже. Поэтому я думаю, что это просто это событие в цепочке общей политического вот этого движения в стране. Но оно станет тем, чем, может быть, вы хотели бы тогда, когда люди добьются изменения ситуации принципиальной. Понимаете, вот если придут старейшины вот так и стоическим образом продемонстрируют абсолютную свою твердость в намерении говорить с руководителем и бесстрашие свое, тогда это уже будет тем этапом и той формой и той ситуацией, которая, ну, покажет, что общественное движение самое главное, что есть в жизни огромного большого государства. И мнение народа, оно принципиально важно. Принципиально важно. Мне так кажется. Если будет это последовательное, ясное, спокойное, мотивированное поведение вот этих пожилых людей. Да, есть. Вот это вот. Просто они должны сделать так, чтобы человек, который призван руководить республикой, чтобы он понял, что он обязан встретить их, обязан с ними говорить. Если не с ними, то с кем? Это политический абсурд, если человек, присланный президентом страны для прояснения ситуации, для изменения ситуации, надеюсь, в лучшую сторону. Да? И если этот человек даже не хочет говорить с главными людьми в своем народе, исходя из не древних, страшных древних, там, доисторических традиций, а современных традиций, уважения от старейшин, то чем он тогда там занимается? Потому что решить вопросы можно многие с помощью денег, с помощью каких-то административных, как мы говорим, средств, возможностей, с помощью подавления, с помощью арестов. В политике это во всем мире делается. Но принципиальное решение только после достижения согласия с народом. Народ не такой большой. Это не надо там собирать этот народ из Читы, из Магадана, из Ярославля, Петербурга, там, Архангельска, Мурманска. Народ компактный, народ в одном месте. Он даже может весь народ собрать и со всеми поговорить. Благо, так сказать, вечером, когда не так жарко, сесть и просто со всеми поговорить. Поставить систему усиления громкости, там, раздать микрофоны какие-то и со всеми поговорить. Конечно, идеально, если бы туда приехал президент страны и поговорил бы с теми же старейшинами напрямую сам. Это идеально. Но как сообщить об этом президенту? Как об этом сказать ему? Кто это может сообщить ему, это предложение сделать? Даже не знаю. Мы такой регулярный прямого выхода не имеем на него, на этот уровень. Не знаю, как поведет себя Совет по правам человека, которому мы отправили
текст пришлет вас, фильм, раньше они не видели его. Посмотрим, как это будет, как себя поведет совет. Это он большой, и он из разных людей состоит. И завален сотнями криков, жалоб, стонами сотни. Трудная ситуация в стране, очень трудная. Как я могу себе судить, очень трудная, крайне тяжелая. Но мне кажется, что в Ингушетии не безвыходный момент, не безвыходный. Все же ваше стоическое поведение людей все же привело к тому, что произошла смена власти. Это немало. Такое не всегда бывает. Не всегда бывает. Но надо теперь уже следующий этап, надо добиваться разговора открытого, людного, общенационального с новым руководителем. Он не сможет уйти от тех вопросов, которые будут задаваться, но только эти вопросы должны задаваться ему спокойно, мотивированно, без, так сказать, истерик, страстей и так далее. Это политический вопрос, который требует низких температур. Политический вопрос. То, что происходит в Ингушетии, это в высшей степени политический вопрос. Политические вопросы должны решаться с каким-то уровнем грамотности обязательной. Может быть, должны быть какие-то наблюдатели, может, должны быть приглашены из там России какие-то люди, которые могут присутствовать там, в этих, которым вы доверяете, кто там, который чувствует и понимает ситуацию. Это может быть и так. В природе политической практики и жизни есть такой парадокс. Слепота, не видит человека. Конечно, представить себе, что Гайдар, находясь в той ситуации, мог бы себя так повести, я вот этого не знал. Я поражен этим. Я этим поражен. Но вот вам это такая реальность политической процедуры, так же, как и вся ситуация с поведением осетинской стороны. Это странная политическая какая-то трагичная, ужасающая ситуация, за которой есть какие-то действия других еще людей, понимаете? Без сомнения. Общего хаоса, общего непонимания. Да, когда люди, политические люди, не всегда в состоянии решить вопросы, которые перед ними ставит история. Политик всегда отстает от исторических вопросов. Он никогда, ни один политик никогда не бывает равен политической коллизии и никогда не может решить политическую. Только мудрость народа. Вот мудрость народа, опять какого-то, да, там, чеченского никакого, могла бы привести к тому, что войны бы это и не было. Вот мудрость сама народа – не воевать, не брать в руки оружие. Потому что национальное самоутверждение, оно в другом поле решается, в поле экономики, повышения жизненного уровня, качества молодежи, там, качества образования и прочее, прочее. Да? Так же, как русский народ. Пошел же вслед за Сталиным. Пошел. Скажет же Анна Ахматова, слушая трансляции со съезда, вы это знаете, что вот сейчас миллионы людей вернутся, те, которые сидели, и посмотрят в лица тех, кто сажал и содержал их там. Сложность и опасность политического процесса в том, что он как река, он течет. Он никогда не останавливается, ни днем, ни ночью. Даже когда мы с ним спим, политический процесс продолжает, эта гидра продолжает ползти. Мы не знаем, мы не слышим, как этот удав этот ползет, да, по нашим там комнатам нашего жилья. Он ползет. Он никогда не прекращается, он никогда не стихает. Политический процесс никогда не стихает. В любых ситуациях всегда нужно понимать природу политики, и в любых ситуациях всегда нужно оборачиваться на интересы народа. Никогда нельзя забывать, что народ консервативен,
Народу не нужна социальная революция, народу не нужна война принципиально, да? И народ будет даже голосовать иногда за лидера, в которого не очень верит, вообще, да? Но признает, что этот человек даст хоть какую-то стабильность. И он предсказуем и понятен. Понимаете? Предсказуем и понятен. Поэтому, что ожидает нас? Нас ожидает жизнь. Если мы будем неправильно оценивать политические категории, политическое течение, и вообще не признавать, что политика существует, тут национальная освободительная борьба – это политика. Борьба за преобразование общественного устройства – это политика, к сожалению. Правда, надо понимать, что над всем должна стать экономическая мотивация. Понимаете? Экономическая мотивация. Это хорошая, качественная реализация жизни, жизненного устройства, проживания жизни. Работа, образование, пропитание, мир, образование, работа, пропитание, культура. Вот это что? Для чего существует экономика? Для этого политика должна обеспечивать. Во всех городах России существуют вот эти процессы. Везде существует. Но у вас есть выигрыш. Вы компактный народ, небольшой народ. У вас можно просто всему народу встать и прийти к этому руководителю. Что в России сделать невозможно абсолютно по всем причинам. Понимаете? Надо идти к нему и разговаривать, потому что ждать, пока ставить народ в ситуацию, когда есть барин и есть стадо, вот уж совсем неправильно, на мой взгляд. Путин же выходит каждый год на многочасовые разговоры с народом. При всей политической ангажированности, при всей политической структурности, да, обработки этого процесса, это же существует. Но ни один губернатор в стране не следует этому принципу. Никто не выходит и никто не говорит с народом так, как говорит этот человек. Никто из них не решается взять на себя эту ответственность. Никто. На мой взгляд, народ должен сам поставить условия. Давай разговаривай. Давай, ну-ка, давай. На мой взгляд. Последний вопрос у меня остался. Но на этот вопрос вы, наверное, очень много раз отвечали. Должен ли быть деятель культуры аполитичен? Имеет ли... Это зависит от темперамента человека, это зависит от человека, есть ли у него там 2-й, 3-й, 4-й паспорт. У меня 1 паспорт, 1 республики, гражданина России. И для меня Ингушетия, Кабардино-Балкария, Архангельская область, Ленинградская – это все моя страна. Для меня, как человека, живущего культурой, главным врагом является провинциальность. Вот провинциальность в политике, в культуре, в отношении к молодежи, к образованию. Глухие темные ямы. Вот это вот что является врагом моим. Пока еще это моя страна, пока Кавказ не заявил, пока кавказские новое поколение не заявило, что хватит, мы будем жить отдельно. Это возможно. Думаю, это произойдет. Но вот эти изменения, вот такие континентальные, государственные, они где-то на горизонте. Дай Бог, чтобы все было благополучно и чтобы это как-то к этому созрели новые федеративные законы, изменения конституционные по федеративному устройству страны и так далее, и так далее. Дай Бог, чтобы в Москве, в Петербурге, в Назране, в Нальчике, в Казани люди были, которые удержат людей, объяснят, и которым будет. Но вообще участие в общественных вопросах – это для художественного автора большая обуза. Мне это очень мешает теперь уже. Слышать не слушают, тратишь время на это огромное количество, зарабатываешь врагов в политике, в комитете госбезопасности или ФСБ. Да, на меня тоже идет расследование, на меня тоже идет
я тоже под наблюдением нахожусь. Я знаю это. Разработка идет уже много лет, несколько лет. Поэтому где я буду, в какое время, я не знаю. Но у меня один паспорт, и я русский, понимаете. Православным я могу быть там хоть на Северном полюсе. Но Россия может быть вот только здесь. Так же, как и ингуша, его, да, мусульманин он может быть где угодно. А ингушом он может быть, как ингуш, он может быть только на своей родной земле. Поэтому хотим мы того или нет, если каждое поколение будет передавать последующему воз и маленькую тележку нерешенных проблем, глупости, озлобления, то никогда из этой страшных ям мы не выберемся. Никогда не выберемся из страшных ям. Уже сейчас в Осетии есть люди, которые не имеют ни малейшего представления, что происходило в эти страшные, да? Как мы сейчас нормально смотрим на немцев, общаемся с ними и работаем с ними. А что творили эти изуверы на территории Советского Союза? Наверное, что Господь посидел, я думаю, там, глядя на то, что творили на этой территории нацисты. Время. Время требует мира, время требует понимания, терпения и жизни по кругу. Как говорят, все должно возвращаться на круги своя. К жизни, к жизни, к жизни, к жизни.